Два пассажира перевернувшегося ночью автобуса находятся в тяжелом состоянии. Как позволит здоровье, они будут транспортированы санавиацией Минздрава Татарстана. Напомню, минувшей ночью на 51-м километре дороги Уфа-Белорецк автобус, в котором находилось 40 человек, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Известно, что машина направлялась по маршруту Медигулова-Набережные Челны. Ночью на месте ДТП и в больнице, куда доставили пострадавших, работала наша съемочная группа. Подробности в материале Анастасии Чебаевой. Тошноты будто нет, голова не болит. Смотрите сюда. Смотрим сюда. В это время, в 12 часов ночи, их автобус уже должен был заезжать в Набережные Челны. Но вместо родных пассажиров встречают врачи Кармаскалинской больницы и дознаватель. Вот так вот. Опа. И бац. Я слышу. Все, кто сзади, все. В страхе хватались за кресло, рассказывают очевидцы, но те вырывало с корнем. В салоне кричали дети. Автобус вез туристов домой. Жители Набережных Челнов приезжали в Бурзянский район на сплав. Работали в одной компании, занимавшейся грузоперевозками. Решили по традиции выбраться на природу. Шел сильный ливень, рассказывают очевидцы. Трасса была скользкой, но пассажиры не исключают, что водитель мог просто уснуть за рулем. Мы просто предположили. Но Юлька такая: вот мы же сюда ехали, он спать захотел. Остановился, говорит: ребята, я сплю час. И отдохнул, мы дальше поехали. Скользкая дорога, его понесло, он вроде выровнять, и унесло, и все. Пострадавших разделили на две больницы в Архангельской и в Кармаскалы. Основной поток пришелся на последнюю. Из-за большого количества нуждающихся в помощи на работу вышли все врачи больницы. Попросили, кто в отпуске отдыхает. И, многие наши коллеги прибыли. Мы собрали 6 хирургов и 3 реаниматолога, 2 врачебно-сестринские бригады, невролог, рентгенолог, лаборатория. То есть больница работала в полном составе. У 9 после осмотра были обнаружены серьезные травмы. Пострадавших на скорой доставили в Уфу. Среди них есть 1 ребенок. В аварии погибло 6 человек. От полученных травм они скончались на месте. После того, как выжившим пассажирам оказали медицинскую помощь, их привезли обратно на место ДТП для опознания тел. Погибшие 4 мужчин и 2 женщины. Большинство оказались буквально прижаты к земле автобусом. Первыми помощь пострадавшим оказали проезжающие мимо очевидцы. Мужчины старались приподнять транспорт. Спасти своих друзей пытались и выжившие пассажиры. Кого смогли, начали вытаскивать. Остановились люди, начали помогать. Потом приехала первая скорая очень быстро. Потом службы приехали все, начали вытаскивать. Кого смогли, вытащили, отправили сразу в больницу. На глазах друзья наши умерли, да, коллеги наши. Сзади кто сбоку сидел, сзади кто сидел. Женька пытались, но его все уже, там, он уже синий стал резко. Он шею сломал, наверное. Потому что он приземлился, мы думаем, без сознания, а у него пена идет, как бы с кровью изо рта. У него сегодня день рождения, 35 лет было. Мы хотели отмечать, в Челны приехать. В итоге на свой день рождения умер мальчишка. Погибший Евгений Тимофеев, гитарист известной в Казани кавер-группы Федор Шукшин. Из 9 госпитализированных пассажиров 7 в ближайшее время на каретах скорой помощи будут отправлены в Татарстан по просьбе местного Минздрава. 2 пациента, которые находятся у нас временно нетранспортабельны, проводятся необходимые медицинские мероприятия, будут эвакуированы авиационным транспортом. В настоящий момент 1 пациент находится в состоянии у нас тяжелой степени тяжести. Он был оперирован, у него имеется сочетанная травма головы, конечности, таза. Тяжесть состояния обусловлена повреждением центральной нервной системы и переломом костей таза. Было выполнено оперативное вмешательство. На данный момент в ПВ остается 4 человека. 9 уехали с родственниками домой. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС России. В ликвидации последствий ДТП задействовано 27 единиц техники. 94 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям нарушения правил дорожного движения, эксплуатации дорожных средств и оказания услуг, не отвечающие правилам безопасности, повлекшие смерть 2 и более лиц. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе расследования действиям водителя и иных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при эксплуатации автобуса, будет дана правовая оценка. Известно, что водитель 18 раз привлекался за превышение скорости. На происшествие отреагировал и Ради Хабиров. Он выразил соболезнования близким погибших.
Вчера, когда мы организовывали помощь пострадавшим и разбирались в причинах, я выяснил следующее. Некачественный автобус непонятного происхождения – это игра со смертью. При ударе у него сиденья просто поотрывались, и шансов выжить у пассажиров было немного. Сами наши пассажиры тоже, увы, очень беспечны. К сожалению, погибшие были в основном не пристегнуты. У нас в стране по-прежнему все плохо с контролем качества работы водителей. Вот и этот водитель из Набережных Челнов многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости. Но никаких санкций у нас за это нет. Ему по-прежнему доверялись жизни людей. И скорость сбросить в ливень ему в голову не пришло. Водитель же утверждает, что не справился с управлением из-за сильного ливня. Погибших доставили в бюро судмедэкспертизы в Уфу. После того, как специалисты закончат работу, родственники смогут забрать их тела домой, в Татарстан. Анастасия Чебаева, Альбина Хайруллина, Тимур Каюмов, Игорь Иванов. Новости. Архангельский, Кармаскалинский районы.